Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Подсказки и советы от предков и духов рода. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, какие подсказки и советы духи рода и предки хотят мне дать. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что тут вам хотят сказать, передать и до вас донести. Так, во-первых, сразу скажу, вышло очень много людей, духов, предков, не знаю, как, у кого как отыграется, да, но каждый идет, видите, со своим столбом, со своим знанием. И здесь в руках держит, и здесь держит. То есть у всех есть послание для вас. За вас очень много ваши духи и предки молятся, просят за вас. Очень многое для вас выпрашивают, да, вымаливают. Но вы почему-то то ли от корней своих оттолкнулись, да, как-то не общаетесь, может быть, либо в места свои родовые не ездите. У вас какая-то связь немножечко как нарушена идет. Вы, как, знаете, вот особнячком стоите, да, и вроде как бы, может, и знаете своих предков, может быть, и знаете, где ваше родовое гнездо. Но либо там не бываете по разным обстоятельствам, да, тут претензий к вам особо нет. Просто духи говорят, что если бы вы почаще прибегали к корням, к родной земле, там, где ваш род, да, жил, либо зачинался, там очень много силы вашей родовой накопилось. Вам бы было гораздо легче. Им бы было гораздо легче передавать вам свои знания, свой опыт, свои умения. Но вы почему-то по каким-то причинам, по разным причинам, да, опять же таки, это без претензий, да, вы немножечко как отстранились от своих родовых гнезд, либо от мест своих вот именно сил рода, да, вот как-то вот не бываете, либо давно не были, мало, может быть, бываете, либо, значит, на родной земле вы либо не просите, либо не вызываете, да, к помощи именно рода. Как-то вот вам бы почаще, может быть, поминать бы их, вспоминать бы их. Если даже имен не знаете, просто вот, да, говорите бабушки, прабабушки, там, дедушки, прадедушки, отцы-основатели, так можете назвать, матери, прародительницы. То есть, понимаете, вот так мысленно обращайтесь. И если вы хотя бы раз в день будете вспоминать свою родню, либо обращаться с какой-то просьбой, либо с каким-то вопросом, я вас уверяю, у них руки развяжутся, и вот все то, что они хотят вам дать, им будет проще вам передавать в этот материальный мир. Вот серьезно вам говорю, просто попробуйте. Ради эксперимента от вас ничего не требуется. Просто хотя бы один раз в день обращаться к духам своего рода. Обращаться просто, да, там, с каким-то вот добрым словом, да, пусть там земля вам будет пухом, там царствие вам небесного, либо если нужна помощь, там подскажите, пожалуйста, помогите, пожалуйста, направьте на путь истинный, да, и понимаете, вот это ваше обращение, это и есть как разрешение, как будто бы вы двери открываете, говорите, пожалуйста, проходите, им проще, и помощь будет более эффективная от них приходить. Кстати, я так скажу, что у многих идет очень серьезное информативное поле во сне. Во сне сны какие-то странные, может быть даже ситуация, что вам, например, всю неделю ничего не снится, либо вы не помните, что вам снилось, и в один момент какой-то яркий бац, сон приснился. Вот вам говорят, через сон говорят. Да, может быть, не всегда это поле чистое, да, потому что всякие там низшие плазмоиды, они мешают, они засоряют эти информативные поля, но тем не менее, какие-то осколочки, какие-то, может быть, там словечки, да, какие-то, может быть, ощущения все-таки до вас доходят. Даже если вы и не помните, либо четко не помните, что вам приснилось. Дальше. Здесь у кого-то из вас в роду были люди, которые несли тяжелую карму, да, какой-то тяжелый род,
Как это понять, кто из вас кто? У кого детки болеют? Причем вот прям с самого рождения, если детки болеют, может быть, вы с самого рождения тоже болели, вот как-то до определенного возраста, ну прям вот пока связь эта, да, более такая четкая, как будто бы вы на себе это ощущали. Что я хочу вам сказать? Вам, у кого детки болеют, да, либо кто сам болел в детстве, причем крепко болел, очень хорошо бы было хотя бы иногда делать откупы. И делать откупы как за себя, так и за свой род. Да, просить, чтобы там простили прегрешения, ведомые и неведомые. Да, вот просто просить за себя и за свой род. От вас не убудет. А польза от этого будет просто колоссальная. И вы ее будете видеть, вы будете ее ощущать, и вы будете ее понимать. Что хотят передать вам духи рода? Ну, хотят передать вам, что вы немножечко, вот простите, пожалуйста, не ругайте меня в комментариях, пожалуйста. Я говорю то, что я вижу. Хотят сказать, что вы простоваты. Простоваты в плане отношения с людьми. Вот такое ощущение, что вокруг вас одни волки да лисы. Вот прям такие ходят, юркие, туда-сюда, да. А вы вот смотрите на них и думаете, что люди эти умные, что люди эти какие-то вот прям особые, одаренные, да. Вы не понимаете, что они очень хитрые. Вы не понимаете, что они все прям такие прожженные, да, урвать, схватить, унести, украсть, забрать. Вот такие люди. А вы их вот прям, знаете, как в герои возводите. Пример, может быть, даже с кого-то берете, либо кого-то в пример ставите, да. Ну, например, мужу своему говорите: вот посмотри, да, вот у подружки моей муж там и то купил, и то, и там крутится, и здесь крутится. А вы в пример ставите, а вы не знаете, что этот человек может быть там бессовестный обманщик, мошенник, вор, может быть, он преступник. Вот, понимаете, вот это вот вам говорят. Не надо быть таким простым человеком, не надо быть таким простодушным человеком. Будьте более, вот прям, знаете, как... Может быть, скепсиса больше добавьте в себя, да, чтобы вот прям пытайтесь до сути докопаться. На поверхности все какие-то вот гладкие, идеальные и прекрасные. А что внутри? Что внутри? Вы не знаете. Вы визуально, да, вот скажем так, визуально человека определяете, хороший или плохой. А это неправильно. Надо человека определять по его поступкам, по его поведению, по его морали. Вот что вам говорят духи. И духи вас предупреждают, что вы не с теми людьми общаетесь, что вы не на тех людей ставки делаете. Вот именно ваше окружение, именно те, кто постоянно у вас вот прям перед глазами, да, под ногами. Здесь нужно вам чистку навести, чистку почистить, прям проредить, потому что очень много лихих людей, очень много. До поры до времени они ходят, улыбаются, а дальше что будет? Вот тут берегитесь, вот тут нужно быть поосторожнее. Дальше, мои милые, у кого-то есть идея какая-то навязчивая, да, чего-то бы вы хотели получить, либо добиться, и вы вот прям идете вслепую в этот путь, да, вот хочу и все, хочу не могу, здесь и сейчас, подавайте мне. Все, что хочешь, сделаю, да, только давайте мне. Вот это неправильно. У многих из вас сейчас дверь закрыта в ваше исполнение. Вы вот прям ломитесь туда, бьетесь, а не пускает вас. Не пускает. Не туда бьетесь, не туда ломитесь. Перемените свою идею, перемените свою мечту. Она к добру не приведет. Я не могу сказать, чего это касается, я могу лишь сказать то, что я вижу. Я вижу, что вы ставки либо не на то делаете, либо не того, что вам полезно хотите. И вот у вас не получается, а вы злитесь, вы обижаетесь и на себя, и на Создателя, и на мир обижаетесь, что вот у вас не получается. Но вы чего-то такого, знаете, для себя неполезного хотите, и поэтому вас туда не пускают. Духи говорят: перемени мечту, перемени. Посмотри, он такой огромный мир. Всего так много в вашем мире. Вы живые, вы счастливые, вы можете дышать, вы можете радоваться, вы можете сделать все. Посмотри по сторонам. Есть более прекрасные вещи, либо более прекрасные ситуации. Иди туда. Не надо бить себе голову в кровь. Все равно ничего не добьешься. Лишь только потеряешь время. Иди в другую сторону. Развернись и уходи. Вот так вот вам говорят. То же самое у кого-то в отношениях. Вот прям живет девушка, женщина, да, с мужчиной лихим.
А он злой, страшно злой. Злой, злой, злой. Обижает ее, обманывает ее, унижает ее. А она все терпит и думает, ну для детей, для семьи. Куда ж я пойду? Милая, духи говорят, твой мужчина рядом ходит. А вот тот угнетатель, который тебя сейчас, извините, калечит, он ему путь преграждает. За тобой сила рода стоит. Ты одна не останешься. Избавься от этого угнетателя. Беги куда подальше. Ребенка в руки и в лес. Понимаешь? Вот так надо поступить. Вот так вам и говорят. Не надо терпеть. Нельзя терпеть. Нет. Здесь знаете как? Вот девушки, да, которые женщины, девушки, вот кто меня сейчас смотрит, себя узнали. Вы терпите ради ребенка, а вы никогда не думали, что ваш ребенок видит все эти ужасы и как маленькое сердечко реагирует на этот страх, как сжимается от этого страха, как молится ваш ребенок за то, чтобы все закончилось, чтобы никто никого не обижал, чтобы дома было тихо и спокойно. Об этом подумайте, о ребенке своем подумайте, либо о детях своих подумайте. Хватит терпеть, хватит, вы не подушка для битья. Вы женщина, вы человек. Вы заслуживаете лучшей доли. И ваша доля, она рядом с вами, рядом. Может быть, говорит вам ваш угнетатель, да кому ты нужна, да, кто там тебя возьмет. Врет он все, нужна вы, нужна, очень нужна. И счастливой вы будете. Избавьтесь от этого угнетателя, хватит терпеть. Избавляйтесь от него, уходите, уходите, пока можете. Вот так говорят вам духи. Дальше, мои милые, ну я думаю, что кто услышал, тот услышал. Духи говорят, что у вас жизнь скоро начнет меняться. Причем меняться резко, резко. Знаете, где-то потеряете, а где-то найдете. Причем найдете гораздо больше, чем потеряете. Не держитесь за свое прошлое. Самое худшее, что вы можете сделать, это держаться за свое прошлое. Все равно заберут. Все равно вам не удержаться там, где есть. Вас жизнь, судьба выталкивает в новое, в счастливое, в прекрасное, в будущее. Не держитесь за прошлое. Это фатальная ошибка. С кровью, с болью все равно заберут. Все равно придется идти дальше. Но как вы пойдете? С поникшей головой, либо победителем пойдете? Об этом подумайте. Там в будущем вас очень много сюрпризов ждет. Очень много и сюрпризов, и подарков, и очень замечательных людей. Мои дорогие, буду я заканчивать, потому что прям, знаете, меня вот одна из историй прям за душу взяла. Сейчас сижу, разреветься хочу. Пока не плачу. Спасибо вам всем за внимание. Огромное спасибо, что выслушали. Всем пока-пока.